Здравствуйте, Энн. Здравствуйте, Адриан. Большое спасибо, что были здесь сегодня утром. Вы только что сошли с самолета в прямом смысле этого слова только вчера вечером. Я прибыла в Париж, кажется, около 22 часов 30 минут, проехав примерно 15 часов, так как из-за санкций сейчас нет прямого авиасообщения с Москвой. Поэтому мы должны выбрать перелет через третью страну, а я была в Турции. Турция условно 6 рейсов в день между Стамбулом и Москвой. Турция условно, которая зарабатывает много денег на этой войне. Это война. Между Турцией и Турцией путешествует много русских. Те, кто может извлечь из этого пользу и у кого менее сложные условия. Мы воспользуемся вашим возвращением, чтобы подробно рассказать о том, что вы видели. Во-первых, что поразило нас, когда мы дистанционно следили за вашим репортажем по этому вопросу. Кроме того, я уточняю, что мы подробно прочтем обо всем этом в этом пункте. Вы взяли интервью у Рамзана Кадырова, президента этого канала. Так что отсюда мы видим его как человека насилия, авторитаризма. Он немного пугает, если смотреть с Запада. Он вам показался? Он был мне ближе, чем вы, Дриен, потому что вы относительно далеки. Я была примерно в метре от него. Я смогла задать ему 2 вопроса в кулуарах инаугурации 8 мая прошлого года, поскольку празднование 9 мая, которое было отменено, было отложено. В 24 городах России по соображениям безопасности также были отменены рейсы в Грозный, столицу Чечни. То есть накануне, в понедельник, 8 мая, были, скажем так, официальные мероприятия. И именно там я смогла взять интервью у Рамзана Кадырова, который открывал новую российскую военную базу. Русский, следовательно, подчиняется Министерству обороны России. Кстати, там был заместитель министра обороны. Я вообще не планировала брать у него интервью. Это было сделано, как это часто бывает, неожиданно. Я была с журналистами, очевидно, местными, которые являются чеченцами, которые являются корреспондентами российских государственных каналов. Первого канала, Скупого и так далее было несколько дней назад. Было задано 3 вопроса, мой был последним. В одном из своих ответов вам, насколько я помню, говорит, что мы в конечном итоге победим сатанизм и экстремизм в Украине. Сатанизм, он сам, по-вашему, верит в это, когда говорит вам это? Я часто задавала себе этот вопрос. Вы правы, это хороший вопрос. И именно поэтому я хотела поехать в Чечню. Я действительно хотела разобраться в себе. Лес? На самом деле это мотивация. Если этому объяснению поверят люди и те, кто его распространяет. Как вам это пришло в голову? Является ли население искренней поддержкой этого шага в Украине? Но сейчас вам нужно будет прочитать мою статью в точке, потому что именно поэтому я работаю в печатных СМИ, чтобы у меня было время рассказывать сложные вещи. Но по большому счету, если хотите, война в Чечне позволяет чеченцам, и в частности Кадырову, восстановить свою легитимность. Война на Украине. Война на Украине. Вы видите мой промах? Да, потому что мы выяснили, что чеченских войн тоже было 2, и вы в то время были на местах. Я допустила оплошность, потому что именно то, что я объясняю в своей статье, заключается в том, что из-за 2 войн, 2 военных кампаний, которые произошли между Россией и Чечней не так давно, 15-20 лет назад, ну и так далее. Позиция чеченского населения отличается от позиции остальной России по отношению к войне на Украине. Так что есть разница между тем, что думает чеченское население, которое все еще травмировано этими 2 войнами и поэтому настроено очень антивоенно на Украине, и, следовательно, официальной позиции Рамзана Кадырова и его приспешников в его правительстве. Я подробно беседовала с его министром печати и национальной политики, который объяснил мне эту сатанинскую историю. Тогда это очевидно надумано, но так оно и есть. Если вы хотите, чтобы чеченские официальные лица пытались убедить чеченскую молодежь, то есть тех, кто не верит в это, точно не пережили эти 2 войны в Чечне, потому что они слишком молоды, чтобы идти на эту войну в Украине, то есть быть на стороне России. Они говорят им, что собираются на джихад. Джихад — священная война. Только последнее слово. Я напоминаю вам, что в Чечне исповедуется мусульманская религия. Но почему он так говорит? Потому что это очень интересно, потому что мне кажется абсолютно неправдоподобным, что какой-то чеченец может сказать себе: когда я буду воевать на Украине на стороне России против украинцев, что я веду джихад. Но на самом деле что это значит? Это означает, и здесь очень важно это понимать, Адриан, вы знаете, когда Владимир Путин говорит, что он против западных ценностей, западного упадка, брака для всех, гендерной изменчивости и так далее. Это форма упадка с нашей стороны. Именно так. Это упадок, абсолютно. Это слово используют российские официальные лица. Ну, чеченские официальные лица полностью согласны с этим. Они говорят, что благодаря России мы, мусульмане Чечни, имеем право исповедовать нашу религию.
Благодаря финансированию из российских федеральных средств мы имеем право. Мы построили тысячи мечетей и так далее в Чечне, не сжигают Коран, как это может быть в Швеции и так далее. Однако, если Россия проиграет Украине, об этом хорошо говорит чеченская пропаганда, конечно, у нас больше не будет этих прав. И поэтому это причина, по которой это священная война. Мы спасаем наши ценности. Вы представляете себя? На самом деле это похоже на рассказ о защитнике. Россия — защитник ТС. Вы, кстати, помните в своей статье, чтобы прочитать в пункте, что Кадыров был смягчен Путиным. Значит ли это, что сегодня он марионеточный человек, марионеточный президент, своего рода марионетка? Нет, смягченный. Это не совсем так, если хотите. Во-первых, до этого мы знали Рамзана Кадырова, и он известен на всех телевизионных каналах во Франции и на Западе только благодаря этой войне на Украине. Но для специалистов по России он был известен задолго до этого. До него Чечню возглавлял его отец. Но его отец был убит в 2004 году. Как раз 9 мая. Это было время празднования этого знаменитого праздника. И именно сын Кадырова, который в то время был слишком молод, был приведен к власти. Но не сразу. Сначала он был премьер-министром, а с 2007 года президентом. Кадыров устраивает Владимира Путина. Это как приз Гогена. Может быть, мы тоже поговорим об этом. Конечно. Если хотите, Кадыров является для Владимира Путина гарантом контроля за порядком в Чечне. Но как он контролирует свое население? Как он поддерживает его? Из-за страха. Из-за страха. Только не страх. Через авторитаризм, через диктатуру. В Чечне больше нет организации по защите прав человека. Все боятся говорить. Существует абсолютно неправдоподобный культ личности. На въезде в каждую деревню, в каждый город есть, я бы сказал, почти троица, то есть изображение Владимира Путина, Кадырова отца Ахмада Кадырова и Кадырова сына Рамзана Кадырова. Так что все это очень важно. Он держит эту маленькую республику железной рукой. И именно поэтому Владимир Путин терпит его, принимает его и соглашается с тем, что он был здесь так долго. Но внезапно, Адриен, население Чечни, которое, я повторяю, сильно пострадало от этих двух травм в связи с этими двумя войнами против России. Но сегодня очень рада жить в мире и говорит себе, что это благодаря Рамзану Кадырову. Значит, он держит свое население. Тем более, что с тех пор страна была отстроена заново. Я вам говорю, абсолютно. Но страна была восстановлена тем самым человеком, которого он разрушил. Кто уничтожил Чечню? Россия. Российские вооруженные силы. Точно так же, как российские вооруженные силы сегодня разрушают Украину, они разрушили, и я была свидетелем этого Чечню. Чечня крошечная, она большая, как дважды Корсика. Это не имеет ничего общего с Украиной. Хотела ли она поступить с Чечней или поступала с Чечней в то время, это сопоставимо с тем, что она хочет сделать на Украине сегодня, с вашей точки зрения? Тогда сопоставимо не совсем, но все же есть некоторые сходства. Но не забывайте, что Чечня была в то время и существует до сих пор. Поскольку она проиграла обе эти войны России, она была частью Российской Федерации, субъектом Российской Федерации. Российская Федерация, в то время как Украина, как всем сегодня известно, с 1991 года была независимым государством. Но в то же время в обоих случаях речь идет о независимости, о стремлении к независимости от Кремля, от Москвы. И в случае с Чечней это не сработало, это было неудачей, поскольку Чечня сегодня остается предметом Российской Федерации. Вот почему Российская Федерация продолжает финансировать все, что происходит, все это восстановление Чечни. Кадыров, мы также упоминали его в этой войне. Это человек, который утверждал, что у него есть люди, тысячи людей, которых нужно вывести на поле боя. Это был вопрос, который я хотел задать вам. Знаете ли вы, как рассказать нам, какова реальная эффективность этих чеченцев? Где они были задействованы, в каком количестве, с какими результатами? Так что цифры, которые мы приводим, похожи на официальные цифры, которых нет ни у российской, ни у украинской стороны. Я бы сказала, что это хорошая война в кавычках. К сожалению, это туман войны, никто не приводит эти цифры. Что абсолютно точно так, это то, что чеченские батальоны, названные в честь отца Кадырова, Армата Ахмада Сили, участвовали в захвате Мариуполя, и они в этом виноваты, очень горды. Я встречалась с несколькими людьми на местах в Чечне, которые рассказали мне об этом. С тех пор, похоже, они не сыграли решающей роли на Украине, или, во всяком случае, в течение нескольких месяцев ничего не двигалось по ту сторону фронта.
И что в Бармуте другие люди, в частности, находятся на фронте. В том числе. Пригожин, который не имеет ничего общего с Кадыровым, хотя, очевидно, они знают друг друга, и были ли между ними какие-либо встречи. У обоих особая связь с Владимиром Путиным. Все-таки связь есть. Это не та связь. Это не та связь. Скажите нам разницу. Разница в том, что я, кажется, только что потратил несколько минут на то, чтобы объяснить вам, в чем заключалась субординационная связь между Рамзаном Кадыровым, который всем обязан Владимиру Путину, и который сам, если хотите, является фигурой внутри путинской политической системы, в то время как Евгений Пригожин нет. Фигура внутри какой-либо администрации, которая представляет только его самого. Но оба служат политике Владимира Путина. А если говорить о Евгении Пригожине, то он у него есть. Если хотите, я даже не уверена, что абсолютно безумные тирады, которые мы слышали в последние дни, в последние недели. Да, к тому же все более и более безумный. Евгений Пригожин критикует Шойгу, министра обороны, наконец, оскорбляет всех и так далее. Но я даже не уверена, Адриен, что Владимир Путин знает об этих видео. Я думаю, мы прячем их от него. Я думаю, он на них не смотрит. Но как бы он их увидел, так как эти видео никогда не публикуются на российских государственных каналах. Но Владимир Путин, как мы знаем, смотрит российские государственные каналы, но не более того. Он никогда не бывает в интернете, он никогда не бывает на каналах Telegram. Но именно на нем, именно в этих социальных сетях Евпригжин публикует свои тирады. А я думаю, что мы можем спрятать их от него. То есть то, что вы нам описываете, это президент России Владимир Путин, который потенциально может. Вне всего этого. Еще не все известно. Вы говорите о ситуации в России. Да. Вчера на этом плато прямо здесь сообщалось о трудностях в нескольких регионах. В качестве примера можно привести Карелию. Это очень далеко от Чечни. Мы находимся на севере. Мы на севере. Со стороны страны мы находимся примерно на границе с Финляндией. Очень конкретный пример. Было предложено предоставить 800 солдат по контракту. Явились только 100 человек. Иными словами, это громкий провал. Специалист по России Анна Колин Лебедева видит несколько причин. Возможно, местные компании нуждаются в своих сотрудниках и поэтому делают все, чтобы их удержать. Возможно, также я процитирую ее, что русские говорят, они, по-видимому, продолжают делать то, что их просили делать в течение 30 лет. Заботиться о том, чтобы они работали. Из их шкуры прежде всего, и пусть политика и, следовательно, война происходили в другом месте. Каков ваш анализ, ваш взгляд? Именно так. Это очень интересно, что вы говорите, потому что с октября я практически все время нахожусь в России, чтобы попытаться понять, что там происходит. Ну, что меня поразило в этой последней поездке, в последние 6 недель, которые я только что провела в России. Так это то, что в России создается впечатление, что ничего не происходит. Адриан, я имею в виду, что на Кремль могут падать беспилотники, могут быть сбиты самолеты и вертолеты, как это было в последние дни с погибшими экипажами. Ну и ну. С начала года могут быть совершены десятки актов саботажа. Точно, и увеличение количества дронов. В России все сведено к минимуму. Но здесь есть разница между тем, что именно говорят российские СМИ, то есть ничем во всяком случае по тем темам, о которых я только что вам говорила, и тем, что с утра до вечера, наоборот, говорят в социальных сетях. Существует огромная дихотомия, но если мы проанализируем то, что исходит от российской власти, у меня возникнет странное впечатление, что мы хотим, чтобы Владимир Путин, который развязал эту войну, который вторгся в Украину 24 февраля 2022 года, ну а сегодня, Хуэй практически хотел бы вести себя так, как будто этой войны не существует. Так сильно она его смущает. То есть, поскольку она вызывает разногласия и беспорядки в его обществе и его политических элитах, он развязал эту войну, но не выиграл. И сегодня он как будто больше не хочет этого иметь. Так что это видно даже из того, что он говорит в своих речах, и из последнего, что он произнес на праздновании 9 мая. Единственное, что говорит Владимир Путин, это «нам объявляют войну». Запад объявляет нам войну, поэтому он находится в таком состоянии отрицания, что абсолютно убежден, что это Запад ведет с ним войну. Отказ — это тоже форма импотенции, потому что мы видим целый ряд постановлений, которые постоянно принимаются голосованием в Думе. Одно из последних постановлений гласит: у вас будет новый российский паспорт, если вы подпишете 6-месячный контракт с армией и отправитесь в армию. Если вы согласитесь участвовать в спецоперации, то есть в войне на Украине. Он апеллирует к русскому патриотизму, говоря также
Также, если есть душа, надо защищать нацию. Что вы хотите, чтобы сказали другие? Это его единственный аргумент. Но очевидно, и как и я, Евгений Пригожин, я возвращаюсь к этой личности, о которой много говорят на Западе, но которая пугает российские элиты. Потому что она мешает российским элитам, в частности, своими высказываниями и применением насилия. Но он не мешает населению русский, и я хотела бы это подчеркнуть. Евгений Пригожин, когда мы говорим об этом, какие бы собеседники ни были в России, это никого не смущает. Почему? Потому что именно он воспринимается русским населением как тот, благодаря которому очень важные русские, если хотите, не собираются умирать на поле боя. А те, кто собирается умирать на поле боя, будут русскими, которых не считают. А кто такие русские, которых не считают? Это заключенные. Заключенные. Пригожин сам является заключенным. И я встречался с фигурантом в Чечне, цитирую его показания в моем репортаже «Бывшим заключенным чеченцем, который в тюрьме, в которой он находился в Рязанской области, общался с. Он был освобожден до начала войны на Украине, но он был рядом с десятками заключенных, которые согласились на сделку Пригожина, то есть выйти из тюрьмы и отправиться воевать в Украину. И он говорил мне, но эти заключенные. Я сказала ему, но ты бы согласился с этим? Он говорит мне, почему бы и нет, я бы согласилась. Потому что, когда ты в плену, важно только одно, чтобы тебя освободили. Он говорит мне, но сейчас Украине на это наплевать. Извините меня, Адриан, за эти слова. Но он сказал мне даже слова еще страшнее на Украине. То есть единственная цель заключенных. Вот почему Вагнер собирается их забрать. Это выбраться, это вернуться свободным. Это не поддержка войны. И именно поэтому, поскольку это хорошая идея, которая позволяет избежать второй волны мобилизации в России любой ценой. Это причина, по которой Министерство обороны России каким-то образом украло эту идею у Пригожина. Поскольку теперь эта идея не может быть реализована, сказал он. Теперь не Пригожин будет просить заключенных выйти, а Министерство обороны. Энни собирается задать вопрос, и, возможно, у вас именно такое впечатление из первых рук. Государство России, прочность России. Мы часто задаемся вопросом, на наших ли плато может рухнуть страна. Может ли рухнуть режим Путина? Тогда у нас нет хрустального шара. Но есть анализы, есть элементы. Мы принимаем наши желания за реальность и слишком быстро переходим к делу. Очевидно, что в России, в частности в некоторых регионах, и здесь я еще раз исследовал это, следует обратиться к моим бывшим статьям, в частности в Улан-Удэ, столице Бурятии, в тех республиках Российской Федерации, которые населены русскими по паспортам, но не этническими. Ну, у некоторых, конечно, есть опасения по поводу дислокации огромной Российской Федерации. Но подавляющее большинство населения по-прежнему считает, что Российская Федерация по-прежнему является единственным способом жить, если хотите, управлять этой огромной страной. И Владимир Путин это прекрасно знает. Вот почему сегодня он, наконец, пытается сделать все, что в его силах, не подвергая опасности своих собственных граждан. Но если в ближайшие недели или месяцы в России начнется вторая волна мобилизации, она повторится. Если вы хотите, чтобы это обязательно привело к новой волне осознания этой войны у ворот России. Или даже снова бежать, потому что даже Чечня не была освобождена от бегства за границу. Абсолютно. Мы видели это в России. Это касается всех концов Федерации. Но это очевидно остается. В то же время это очень впечатляет. И мы, журналисты, должны это подчеркнуть. Но, конечно, это все еще маргинально. Большая часть русских остается в России. Не все, конечно, могут позволить себе уехать. Вопрос о западных санкциях. Вы кто видел, какова повседневная жизнь русских в Чечне? Влияет ли это на их повседневную жизнь, или все это совершенно безразлично, и жизнь продолжается, как ни в чем не бывало? Нет, как я уже говорила и уже писала, на данный момент, кстати, я не единственная, кто это говорит, санкции — это медленный яд. В повседневной жизни россиян это не имеет значения. Во всяком случае, это зависит от того, для кого, но для среднего россиянина. Я интересуюсь средними русскими, то есть большинством русских. Я не говорю об элитах. Очевидно, что элиты теперь должны платить больше, потому что вам нужно проехать через Стамбул или Дубай, как я, или через это, чтобы попасть на Запад. Олигархи — это все еще на ступеньку выше. У
них есть свои яхты и так далее, к которым у них больше нет доступа. Но в конце концов, это меньшинство российского населения. Большинство русского населения — это люди, которые уже не могли позволить себе уехать из России. Так что наоборот, иногда в этом населении это может вызвать прилив патриотизма, которого не было изначально, а именно хорошо, что мы больше не можем покупать сыр французы. Ну а мы сами будем производить из них российский сыр. Вы видите, с этим я сталкивалась много раз. Значит, Россия еще не вышла на берег. Это то, что вы нам говорите, мы вам подробно расскажем в пункте. Большое спасибо, Энн, это было захватывающе. Спасибо, что приехали через несколько часов после того, как вы сошли с самолета. Чтобы я могла отдохнуть. С удовольствием, хорошего отдыха и до скорой встречи, несмотря ни на что. Через минуту это Элизабет Мартишу, а пока сначала информация о погоде вашего ангела.